Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Германия укрепляют сотрудничество в правовой сфере. Товарооборот Туркменистана и Китая в 2023 году составил более 10 миллиардов долларов. Футбольные сборные Туркменистана и Казахстана запланировали товарищеский матч и другие новости. В Институте государства, права и демократии Туркменистана состоялась церемония открытия ресурсного центра туркмено-немецкого сравнительного правоведения. Центр создан на основании меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере, подписанного между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и ГИЗ. В рамках церемонии открытия было подписано соответствующее положение о данном центре. Объем взаимной торговли между Туркменистаном и КНР по итогам 2023 года составил более 10 миллиардов долларов США. Большую часть двустороннего товарооборота составил туркменский экспорт на сумму 9 миллиардов 633 миллиона 228 тысяч долларов США. В Туркменистане издана книга, посвященная многолетнему исследованию литературного наследия поэтов Аннау и изучению новых рукописных источников народного творчества. Издание книги приурочено к мероприятиям, посвященным объявлению в 2024 году города Аннау культурной столицей тюркского мира. Книга объемом в 120 печатных страниц выпущена в издательстве «Илым» и предназначена для широкой читательской аудитории. Туркменистан располагает всей необходимой инфраструктурой, чтобы стать важным транзитным узлом для грузоперевозок между Европой и Азией. Об этом заявил заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев, выступая на открытии инвестфорума по устойчивому транспорту Global Gateway в Брюсселе. По словам Аннаева, в последние годы Туркменистан активно инвестировал в развитие транспортной инфраструктуры, более 5000 километров железных дорог, международный морской порт в Туркменбаши мощностью 17 миллионов тонн в год, строительство новых аэропортов и автобана Ашхабад-Туркменабад. Эти объекты открывают возможности для организации устойчивых и безопасных грузоперевозок через Центральную Азию. В Ташкенте состоялась встреча посла Туркменистана Шадурды Миредова с ректором Национального университета Узбекистана. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области образования и научных исследований, а также укрепления партнерских связей между высшими учебными заведениями двух стран. В Нидерландах 58-летний мужчина, известный как ресторанный пират, был арестован за неуплату счетов. По некоторым данным, мужчина за последние несколько лет не оплатил счета в ресторанах более 100 раз. Арест произошел после того, как мошенник симулировал инсульт в одном из заведений Делфта. Прибывшие на место медики после осмотра поняли, что он притворяется, и отказались доставлять его в больницу. Ресторатор вызвал полицию, которая доставила мужчину в отдел и проверила его документы. Выяснилось, что задержанный является известным ресторанным пиратом, на которого поступило не менее 127 жалоб о неоплате счетов. 48-летняя жительница Польши установила новый рекорд по морозостойкости среди женщин. Она провела во льду 3 часа 6 минут 45 секунд. Перед тем, как установить рекорд, женщина прошла медицинское обследование, чтобы убедиться, что это не отразится отрицательно на ее здоровье. Также она провела 3 тренировочных попытки, во время которых отслеживала колебания температуры своего тела. Национальные сборные Туркменистана и Казахстана по футболу проведут в середине марта товарищескую встречу. Матч запланирован на 14 марта на учебно-тренировочном сборе в Дубае. Сборная Туркменистана и Казахстана встречались на поле 3 раза. Дважды встреча сводилась к ничейному результату, и 1 раз победа осталась за казахстанской командой. Сборная Узбекистана по футболу одержала победу со счетом 2-1 над командой Таиланда в матче 1/8 финала Кубка Азии по футболу в Катаре. В четвертьфинале сборная Узбекистана сыграет с хозяевами турнира, командой Катара, которая в 1/8 финала обыграла со счетом 2-1 Палестину. Этот матч пройдет 3 февраля. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.